«Что вы с ней сделали, твари?» Рычание, вырвавшееся из моей груди, кажется, заставляет дрожать хрустальные подвески на исполинской люстре в их мраморном холле. Марина Львовна Беспалова — хозяйка этого дворца. Лишь брезгливо кривит тонкие поджатые губы, словно увидела на своем персидском ковре что-то непотребное. Ее муж Семен лениво покачивает в руке тяжелый бокал с коньяком, глядя на меня с ленивым презрением хозяина жизни, разглядывающего назойливое насекомое. В этот самый миг, в ледяном холоде их кондиционированного воздуха, который разительно контрастировал с потом, заливавшим мне глаза, я окончательно и бесповоротно понял. Я пришел сюда не в гости, я пришел на войну. Меня зовут Андрей Петрович Алексеев, и мне 54 года. 20 из них я отдал армии, пройдя через такой ад, о котором не пишут в газетах и не снимают патриотического кино. Оставшиеся годы я, стиснув зубы, строил. Сначала свою жизнь на гражданке, потом свою небольшую строительную фирму, начав с одного мастерка и старенького москвича. Теперь у меня работает 30 человек, и я могу честно смотреть в глаза каждому из них. Седина уже посеребрила виски, а лицо покрыло сеть морщин. Подробная карта пережитого. Но в глазах, как говорят мужики на стройке, все тот же прищур, который не раз спасал мне жизнь там, за ленточкой. Я — отец. И это главное, что нужно обо мне знать. 26 лет назад, когда не стало моей Светы, на руках у меня осталась Катюша. Крохотный, пищащий комочек, ставший единственным смыслом, единственным якорем в этом мире. Я не доверил ее никому. Сам менял пеленки, варил каши, проверял уроки, отбивал от назойливых ухажеров. Я отдал ей все, что у меня было, и все, чего не было. Работал в 3 смены, отказывал себе в последнем куске, лишь бы у нее было лучшее. Лучшие платья, лучшие книги, лучший институт. Она выросла умницей, красавицей, моей гордостью. И когда 2 года назад она выходила замуж за этого Леню Беспалова, мое сердце одновременно разрывалось от счастья и сжималось от дурного предчувствия. Семья Беспаловых — это другой мир. Мир, в котором я всегда был чужим. Мир Рублевки, высоких заборов, прислуги и разговоров о котировках акций и новых коллекциях в Милане. Семен Игоревич Беспалов, ее свекор. Человек, сделавший состояние еще в 90-е. Теперь солидный инвестор, смотрящий на всех с высоты своих миллиардов. Его жена, Марина Львовна, идеальная спутница такого человека. Холеная, властная, с лицом, на котором застыла маска аристократического превосходства. Они приняли мою Катю, но с самого начала я чувствовал в их отношении к ней эту едва уловимую снисходительность. Словно они сделали великое одолжение, позволив девочке из простого мира прикоснуться к их династии. И вот уже 3 недели. Тишина. Вернее, не совсем. На мои звонки Катя не отвечала, а на сообщения в мессенджере приходили короткие, выверенные, чужие фразы. «Папочка, все хорошо, просто много дел по дому. Леня сейчас в долгой командировке, много ответственности на мне. Очень занята, перезвоню позже». И никогда не перезванивала. Это была не моя Катя. Моя дочь щебетала без умолку, смеялась громко и заразительно над моими дурацкими армейскими шутками, спорила со мной до хрипоты из-за какой-нибудь ерунды. Она была живой, настоящей, а эти сообщения, они пахли неправдой и страхом. Так пишут люди, у которых за спиной стоит кто-то и диктует каждое слово. Отцовское сердце — самый точный барометр на свете.
И мой барометр уже не просто показывал бурю, он выл сиреной. Сегодня, в душный августовский полдень, я бросил все дела, отменил важную встречу, сел в свой верный, пропахший пылью и бензином УАЗ-Патриот и поехал из моего родного рабочего Подольска туда, в их мир, в элитный поселок Сосновый Бор. Я должен был увидеть ее глаза. Только они могли сказать мне правду. Дорога на Рублево-Успенское шоссе — это всегда путешествие в другую страну. Мой УАЗик, честно отпахавший свое на стройках, смотрелся здесь доисторическим мамонтом среди вереницы, блестящих на солнце Бентли, Майбахов и Порше. За каждым поворотом дома становились все больше, заборы выше, а воздух, казалось, густел от ощущения чужих денег и власти. Вот и он, поселок Сосновый Бор, шлагбаум, хмурый охранник в идеальной форме, которому я сухо бросил фамилию Беспаловы. И он, сверившись с чем-то в своей будке, нехотя поднял полосатую стрелу, пропуская меня на территорию обетованную. Улица Кленовая аллея. Особняки, больше похожие на дворцы, утопали в зелени вековых сосен. Газоны были выстрижены так идеально, будто их расчесывали гребешком. У поместья Беспаловых, доминировавшего в конце тупиковой улицы, я заглушил мотор. Трехэтажный монстр из бежевого кирпича с башенками и огромными окнами смотрел на мир с высокомерным безразличием. Катя когда-то с гордостью рассказывала: 5 спален, бассейн, гараж на 4 машины. Место, где, по словам Марины Львовны, должны расти их с Леней внуки. Я припарковал свой пыльный внедорожник рядом с безупречно чистым «Мерседесом» последней модели и вышел. Раскаленный воздух тут же ударил в лицо. Еще до того, как моя рука коснулась кнопки звонка, обитая дубом дверь открылась. На пороге стояла Марина Львовна. 62 года. Но время, кажется, было куплено и поставлено на паузу. Идеальная укладка, волосок к волоску. Домашнее платье кремового цвета без единой морщинки. Она не сделала и шага, чтобы пропустить меня внутрь, ее тело стало живым барьером. «Андрей Петрович». В ее голосе не было и тени удивления, только холодное, вежливое любопытство, как у энтомолога, разглядывающего незваное насекомое. Какими судьбами? Дочь приехал навестить, Марина Львовна. Я старался, чтобы мой голос звучал ровно, без единой нотки той тревоги, что уже скручивало внутренности. Сюрприз решил сделать. Ее улыбка была произведением искусства, натренированная, безупречная и абсолютно пустая. Как это мило с вашей стороны, она на участке решила немного поработать над своими проектами. То, как она произнесла слово «проектами», прозвучало как диагноз, как описание какого-то досадного недостатка характера. Пойду найду ее. Разумеется, она, наконец, отступила. Но ровно настолько, чтобы мне пришлось боком протискиваться мимо нее, едва не коснувшись плечом. Она у нас очень занята в последнее время, очень самостоятельная стала. Холод кондиционера после уличной жары был как удар. Я мельком оглядел холл. Мраморный пол, сверкающая хрустальная люстра, уходящая вверх винтовая лестница. Стены были увешаны семейными фотографиями в дорогих рамах. И тут я заметил кое-что, отчего сердце сделало тревожный кульбит. Свадебные фотографии, где были мы с Катей, исчезли. Остались только портреты Лени и его родителей. «Красивый у вас дом», — бросил я, чтобы заполнить паузу. «Спасибо. Мы много трудились, чтобы поддерживать определенные стандарты». Марина Львовна
сцепила перед собой тонкие пальцы. «Семен Игоревич у себя в кабинете, если хотите поздороваться. Позже, может быть. Сначала Катю найду. Она в гостевом флигеле. Можете пройти через кухню». Я шел через их дом, и мои рабочие ботинки ступали по полированному паркету абсолютно бесшумно. Кухня выглядела так, будто сошла со страниц глянцевого журнала. Гранитные столешницы, сверкающая нержавеющая сталь, идеальный порядок. В хрустальной вазе стояли свежие цветы, а в огромном холодильнике за стеклянной дверцей виднелись ряды бутылок с дорогой импортной водой и контейнеры с органическими овощами. Французские двери вели на крытую террасу с видом на задний двор. Я шагнул наружу и замер. Температура ударила по мне как кувалдой. Та самая подмосковная августовская духота, от которой воздух становится вязким, а дышать тяжело. Рубашка мгновенно прилипла к спине, на лбу выступил пот. Контраст с ледяным домом был оглушающим и, как я понял позже, абсолютно намеренным. Крытая терраса была оазисом комфорта. Удобная плетеная мебель, потолочный вентилятор, лениво гоняющий прохладный воздух. Дальше, под солнцем, сверкал голубой бассейн, окруженный мягкими шезлонгами. Рядом полностью оборудованный бар под перголой, зонтики, ведерки для льда, все блага, которые можно купить за деньги. На мой взгляд, приковала не эта роскошь. Его притянуло как магнитом к дальнему углу участка, где одиноко стоя на самом солнцепёке жарилось небольшое строение. Не хозблок, скорее то, что в 90-е называли гостевым домиком. Одноэтажное, из дерева, без единого деревца рядом, без навеса, без малейшей тени. Его расположение было настолько лишено логики, что казалось зловещим. Оно было специально поставлено так, чтобы солнце пекло его с утра до вечера, превращая в духовку. Я пошел через идеально подстриженный газон, чувствуя, как мои ботинки хрустят по траве, уже начавшей сохнуть от зноя. Чем ближе я подходил к этому домику, тем сильнее становилось ощущение чего-то глубоко фундаментально неправильного. Окна не выходили в сторону главного дома. Никакой защиты от посторонних глаз. Идеальная изоляция. Я постучал в тонкую деревянную дверь. «Катя! Папа?» Ее голос, донесшийся изнутри, был полон шока и сдавленных рыданий. Дверь распахнулась, и мой мир накренился. Передо мной стояла моя дочь. Ее темные волосы были мокрыми от пота, лицо багрово-красным от жары. На ней были мятые майка и шорты, в которых, очевидно, спали. За ее спиной я увидел узкую солдатскую койку, придвинутую к стене. Пластиковый контейнер, из которого вываливалась одежда, и маленький настольный вентилятор, который бессильно гонял по тесной комнатке раскаленный, спертый воздух. «Какого черта здесь происходит?» — прохрипел я, шагнув внутрь и тут же пожалев об этом. Жар был почти осязаемым. Он давил, выжимал из легких кислород. На стене висел дешевый уличный термометр. Красная полоска застыла на отметке плюс 38. «Папа, тебе нельзя здесь быть!» Катя метнулась взглядом в сторону большого дома. «Марина Львовна не разрешает». «Не разрешает что?» Я сорвал термометр со стены и уставился на него. В голове не укладывалось. «Господи, Катюша, как долго ты здесь живешь?» Она вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. Рука дрожала. С тех пор, как Леня уехал на контракт. Уже 3 месяца. 3 месяца. Холод, знакомый, ледяной холод, который я чувствовал, когда по нам начинал работать вражеский снайпер, заполнил мою грудь. «Объясни мне, немедленно». Катя тяжело опустилась на койку. Пружины жалобно скрипнули, звук дешевой, временной мебели. У них есть правила.
Никаких некровных родственников в доме, когда Лёни нет. Марина Львовна мне это объяснила на следующий день после его отъезда. «Но ты его жена. Я не Беспалова по крови». В голосе Кати смешались усталость, отчаяние и что-то еще более страшное — стыд. Марина Львовна говорит, что у дома есть свои стандарты. Только кровная семья, когда глава дома отсутствует. Я опустился на колени рядом с койкой и всмотрелся в лицо дочери. Темные круги под глазами, как синяки. Губы сухие, потрескавшиеся, несмотря на бутылку с водой рядом. Кожа приобрела какой-то нездоровый, сероватый оттенок, как у человека, который давно не видел солнца, не ел нормальной еды и не спал по-человечески. «Ты ешь вообще?» Она разрешает мне пользоваться кухней. Утром, до того, как они проснутся. Катя взяла бутылку и сделала крошечный глоток, экономя воду, как человек, знающий ей цену. Я должна уйти до 7. В это время Марина Львовна пьет свой кофе, а вечером она запирает дом в 10. Говорит, для безопасности. Ее смех был горьким, пустым. Безопасности от кого? От меня? Я встал и подошел к единственному окну. Оно выходило на заднюю сторону участка, к высокому забору, который полностью скрывал происходящее от соседей. Идеальная изоляция. Никто не мог видеть этот флигель ни из дома, ни с улицы. Никаких свидетелей. Я снова посмотрел на дочь и увидел ее по-новому. Не просто измученную жарой, а систематически, планомерно сломленную, изолированную, униженную, раздавленную тысячей мелких издевательств, которые слились в одну большую катастрофу. «Собирай вещи». Мой голос был резким, как щелчок затвора. «Прямо сейчас. Папа, я не могу просто уйти. Леня вернется через 2 месяца. Это его дом, его семья». Она беспомощно обвела рукой душную конуру. «Это же временно». «Это не временно. Это пытка». Я подтащил пластиковый контейнер к койке. «Собирай свою одежду. Мы уезжаем». «Ты не понимаешь». Катя вскочила и начала метаться по крошечному пространству, 3 шага в одну сторону, 3 в другую. У Марины Львовны здесь огромное влияние. Она знает всех важных людей. Если я создам проблемы, это навредит бизнесу Лени, когда он вернется. Это разрушит его будущее. Я перестал собирать ее вещи и просто посмотрел на нее внимательно. Та уверенная в себе девушка, которая с отличием закончила университет, которая сама вела переговоры о своем первом рабочем контракте, которая никогда в жизни не пасовала перед трудностями, теперь стояла, сгорбившись, в этой парилке, потому что кто-то сказал ей, что она недостаточно хороша. Кто-то убедил ее, что ее страдания — это необходимая плата за комфорт других людей. «Катюша». Мой голос стал тихим, таким, каким я разговаривал с ней, когда она была маленькой, и нужно было объяснить что-то очень важное. «Помнишь, я учил тебя, что делать с хулиганами?» Она медленно кивнула. Ее взгляд на мгновение прояснился. Нужно давать им отпор. А еще что? Не позволять им побеждать. Не давать им того, чего они хотят. А что нужно делать, если кто-то обижает твою семью? Катя подняла на меня глаза, и впервые за все это время я увидел в них проблеск.
искру той самой девочки-бойца, которую я воспитал. Заставить их за это заплатить. Я протянул ей бутылку с водой. Допивай все, а потом собирай все, что хочешь забрать. Мы идем разговаривать с твоими родственниками. Папа, нет. Больше никаких обсуждений, никаких переговоров, никаких попыток быть разумными с неразумными людьми. Я двинулся к двери и остановился на пороге, обернувшись. Они объявили войну моей дочери. Теперь они узнают, чего это стоит. Мы шли обратно к большому дому вдвоем. Вернее, шел я, а Катя почти бессознательно семенила рядом, вцепившись в мою руку так, словно боялась, что я растворюсь в этом душном моревом воздухе. В ее руке болталась маленькая спортивная сумка, куда влезло все, что она считала своим в этом доме. Я настоял, чтобы пластиковый контейнер с потной, несвежей одеждой остался во флигеле. Я хотел, чтобы Беспаловы видели его. Я хотел, чтобы это убожество, этот символ их скотства стоял там, как немой укор. Пусть смотрят на эти тряпки и объясняют самим себе, как это соотносится с их хваленными семейными ценностями. Кондиционированный воздух дома снова ударил в лицо. Но теперь этот холод казался не спасительным, а зловещим, лицемерным. Моя рубашка была насквозь мокрой, с волос на воротник капал пот, хотя мы прошли всего 100 метров по их идеальному газону. Я даже представить себе не мог, что эта 3-месячная пытка жарой сделала с организмом моей дочери, с ее душой. Мы застали их на кухне. Семен Игоревич Беспалов все так же лениво прихлебывал свой дорогой коньяк, прислонившись к гранитной столешнице. На вид ему было 65. Но это были 65 лет человека, который никогда в жизни не держал в руках ничего тяжелее ручки Паркер и бокала Хеннесси. Идеально отглаженная рубашка пола, белые брюки без единой складки, полированные до зеркального блеска мокасины. Весь его вид кричал о деньгах, праздности и непоколебимой уверенности, что любые проблемы в этом мире решаются другими людьми. Марина Львовна стояла рядом с мужем, скрестив руки на груди. Она посмотрела на Катю так, как смотрят на уличную грязь, которую кто-то занес в дом на ботинках. Ее лицо было тщательно вылепленной маской, но я, как старый сапер, умеющий видеть натяжение лески в траве, уловил в ее глазах вспышку досады. Она не ожидала этой конфронтации. Она не была к ней готова. «Андрей Петрович», — протянул Семен, делая еще один глоток. Жест был нарочито небрежным. «Марина сказала, вы заглянули. Коньяку?» «Спасибо, не пью», — отрезал я, входя на кухню. Катя тенью следовала за мной. «Нам нужно поговорить». «Разумеется». И вот он был полон фальшивого радушия. «Всегда рады пообщаться с семьей». Его улыбка была той самой профессиональной улыбкой богатых людей, предназначенной для прислуги, просителей и прочих мелких неудобств. «Это вы называете семьей?» Мой голос был тихим, но в звенящей тишине кухни он прозвучал как выстрел. Я кивнул в сторону Кати. Подбородок Марины Львовны взлетел вверх, ее спина выпрямилась с аристократической гордостью. «Мы предоставили Екатерине жилье, соответствующее ее статусу. Флигель — вполне адекватное временное помещение». Временное. Я почувствовал, как мой самоконтроль, который я с таким трудом удерживал с момента, как нашел дочь,
начал давать трещину. 3 месяца в 100-градусной печи — это, по-вашему, временно? «Наш дом!» — в голосе Семена прорезался металл, маска дружелюбия сползла. «Наши правила!» Катя знала об условиях, когда Леонид уезжал. О каких условиях? Я сделал шаг к нему достаточно близко, чтобы почувствовать запах дорогого коньяка. Об условиях, по которым вы обращаетесь с моей дочерью, как с прислугой. Запираете ее на ночь, как бродячую собаку? Мы поддерживаем определенные стандарты, заявила Марина Львовна. Ее голос был голосом человека, привыкшего, что его слова — истина в последней инстанции. Кровные родственники имеют приоритет в нашем доме. Екатерина сможет вернуться в основное здание, когда вернется Леонид. Я развернулся к ней. Марина Львовна была высокой женщиной, но я был выше на полголовы и тяжелее килограммов на 20. И это были не килограммы жира от сытой жизни. Я подошел так близко, что ей пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться со мной взглядом. Так близко, что она не могла не видеть ярость, пылавшую в моих глазах. «То, что вы сделали, — прошипел я, едва разжимая губы, — это не просто жестоко. Это глупо. И я позабочусь о том, чтобы вы горько пожалели о своей глупости». Она моргнула, но не отступила, хотя я заметил, как едва заметно дрогнули ее холеные руки. «Это угроза, Андрей Петрович?» «Это обещание, Марина Львовна». Семен с такой силой поставил бокал на гранитную столешницу, что раздался звон. Кубики льда стукнули о хрусталь. «Так, послушайте сюда, Алексеев. Вы не можете врываться в наш дом и запугивать нас». «В ваш дом?» — оборвал я его, впервые повысив голос. «Вы имеете в виду дом, где вы поселили мою дочь в сарай как собаку? Где вы заставляли ее выпрашивать право зайти на кухню?» Я снова впился взглядом в Марину Львовну, и она отступила на полшага. «Где вы решили, что она недостойна дышать с вами одним воздухом?» «Катя могла бы найти другое жилье», — пролепетала Марина, но в ее голосе уже не было прежней уверенности. Она сама решила остаться. Ее никто не заставлял. Она осталась, потому что любит вашего сына. Потому что она, дура наивная, думала, что для вас слово «семья» хоть что-то значит. Я подхватил Катину сумку. Ее ничтожный вес был самым убедительным доказательством того, как мало ей было позволено иметь. Она ошибалась. Семен выпрямился во весь свой невысокий рост, что все равно оставляло его смотрящим на меня снизу вверх. Лицо его побагровело, то ли от гнева, то ли от коньяка. «Вы совершаете большую ошибку, Алексеев. У нас есть положение в этом обществе. Друзья, влияние, люди, которые имеют значение, слушают нас». Я улыбнулся, и Семен и Марина Львовна инстинктивно сделали шаг назад. Это была не дружелюбная улыбка, это была улыбка человека, который смотрел в лицо вооруженным врагам и выжил. «Отлично», — сказал я. «Это сделает процесс еще интереснее». Я повернулся к Кате. Она молча наблюдала за всей этой сценой. В ее глазах ужас от осознания истинной сущности этих людей смешивался с зарождающимся пониманием. «Готово?» Она кивнула. Лицо ее было бледным, но решительным. «Готово». «Прекрасно». Я пошел к выходу, но в дверях обернулся и посмотрел на застывших посреди своей идеальной кухни Беспаловых. «Мы с вами очень скоро свяжемся». Уже в холле я услышал за спиной голос Марины Львовны, резкий от злости и первых ноток страха. «Не думайте, что это конец, Алексеев». Я остановился у парадной двери и, не оборачиваясь, крикнул так, чтобы мой голос с армейской четкостью разнесся по всему их мраморному залу. «Женщина, это еще даже не начало.
Мой дом в Подольске стоит на тихой улице, застроенной скромными, но добротными домами и старыми липами. Двухэтажный, из кирпича. Он казался крошечным после поместья Беспаловых, но он был чистым, уютным, и, что самое главное, он был моим. Здесь не было правил о том, кому где спать. Не было иерархии, основанной на чистоте крови. Только честный труд, вознагражденный честным комфортом. Я выкрутил кондиционер на 16 градусов, и пока Катя стояла под душем, заварил огромный кувшин ледяного чая с лимоном. Вода лилась минут 20, и я не жалел ни секунды. Когда тебя 3 месяца лишают базовых удобств, начинаешь ценить их по-другому. Она вышла из ванной другим человеком. Волосы, наконец, чисто вымыты и высушены феном. Кожа потеряла нездоровый румянец от постоянного перегрева. На ней была моя старая футболка и ее джинсы, одежда, которая нормально сидела, а не висела мятым тряпьем. Но самое главное, затравленный, загнанный взгляд в ее глазах начал понемногу угасать. «Садись», — сказал я, протягивая ей высокий стакан с чаем и горой льда. «Рассказывай». «Все». Катя села на стул за кухонным столом, за тем самым столом, где она завтракала каждый день перед школой на протяжении 12 лет. Та же деревянная столешница, те же синие подставки под тарелки, тот же вид на мой маленький огород за окном. Это был дом. В каждом смысле этого слова. С чего начать, пап? С самого начала, когда это началось. Она сделала глоток и на миг прикрыла глаза, словно человек, добравшийся до воды после перехода через пустыню. Это началось еще до свадьбы. По мелочи. Марина Львовна могла невзначай спросить, когда я собираюсь научиться нормально готовить. Или упомянуть, что бывшая девушка Леня была из хорошей семьи со старыми деньгами. Ничего такого, на что можно было бы всерьез пожаловаться. Я почувствовал, как напряглись мои челюсти, но заставил себя сохранить ровный тон. А Леня, он большей части этого не слышал. Марина Львовна, она очень осторожна. Она ждала, пока он выйдет из комнаты, или облекала это в форму полезных советов. «Катенька, может, тебе стоит походить на кулинарные курсы? Все жены в нашем кругу превосходно разбираются в высокой кухне». Катя идеально скопировала ее медовый, покровительственный тон. И всегда с этой своей улыбкой. «И ты мне никогда не рассказывала». Катя подняла на меня глаза, и я увидел в них чувство вины. «Пап, ты пожертвовал всем, чтобы поднять меня после смерти мамы. Ты работал на 2 работах, чтобы я смогла закончить институт. Ты отказался от свидания, от своей личной жизни, от любого шанса на собственное счастье, чтобы у меня были возможности. Я не собиралась вешать на тебя еще и свои проблемы». Я протянул руку через стол и накрыл ее ладонь. Кожа была уже не такой сухой и грубой, как час назад. «Твои проблемы — это мои проблемы. Всегда. Вот что значит семья. Я знаю, но я думала, что справлюсь. Думала, когда у нас с Леней будет свое жилье, все наладится. Но у вас так и не появилось своего жилья. У Лени начались проблемы с бизнесом. Он инженер, но работал в небольшой фирме, которая еле-еле сводила концы с концами. Беспаловы предложили нам пожить у них. Временно, чтобы скопить денег, встать на ноги. Катя высвободила свою руку и обхватила стакан обеими. Марина Львовна сразу дала понять, что проживание в их доме сопряжено с условиями. Уважение к семейной иерархии.
достойное поведение и участие в расходах по дому, хотя мы и не платили аренду. Сколько вы платили? 50 тысяч в месяц. Почти вся моя зарплата. Голос Кати стал совсем тихим. Марина Львовна сказала, что это справедливо, раз уж мы пользуемся их коммунальными услугами и едим их еду. Она преподнесла это так, будто учит нас финансовой ответственности. Я проглотил слова, которые рвались наружу. 50 тысяч в месяц за то, чтобы жить под одной крышей с людьми, которые называют тебя семьей. Это был грабеж средь бела дня. Что случилось, когда Леня уехал? Его фирме предложили 6-месячный контракт в Юго-Восточной Азии. Хорошие деньги, шанс на повышение. Мы обсудили это, и я сама настояла, чтобы он согласился. Эти деньги позволили бы нам наконец-то купить свою квартиру, когда он вернется. Голос Кати стал еще тише. На следующий день после его отъезда Марина Львовна усадила меня для, как она выразилась, разговора о новых правилах дома. Правило кровной семьи было одним из них. Никаких гостей без ее разрешения. Доступ к кухне только в определенные часы. Никакого пользования бассейном или террасой без специального приглашения. Никакого телевизора в общей гостиной во время семейного отдыха. Катя встала и подошла к окну. И правило флигеля. Некровные родственники могут использовать гостевые апартаменты, когда основной дом занят только кровной семьей. Этот сарай — не гостевые апартаменты. Это хозяйственная постройка. Марина Львовна назвала это деревенским шармом. Сказала, что это научит меня самостоятельности и поможет по-настоящему оценить блага цивилизации. Катя прислонилась к оконной раме. Она все представила так, будто это упражнение для моего же блага, для воспитания характера. Я подошел и встал рядом. За окном в аккуратных рядах росли помидоры и перцы. Мой маленький, но честный огород. Ничего общего с выхолощенным совершенством участка Беспаловых, но он был настоящим. Ты пыталась связаться с Леней? Поначалу, каждую неделю. Но Марина Львовна контролирует все семейные коммуникации. Она переадресовывает основной номер на свой телефон, когда Леня за границей. Фильтрует электронную почту через семейный аккаунт. Принимает сообщения, когда он звонит. Катя сжала руки в кулаки. Когда мне удавалось с ним поговорить, она всегда была где-то рядом, крутилась, слушала. Я не могла ничего объяснить, не выставив себя истеричкой, нападающей на его семью. И ты терпела в молчании. Я думала, что смогу это выдержать. Еще 2 месяца, и Леня вернется. Мы найдем свою квартиру, и все это останется позади. Она отвернулась от окна. Я убедила себя, что это временно, что это каким-то образом сделает наш брак только крепче. Я изучал профиль дочери. Даже сейчас, после всего, она пыталась найти оправдание людям, которые обращались с ней как с мусором. Сегодня это закончилось. Катюша, то, что сделали с тобой Марина и Семен, это не просто неправильно. В некоторых случаях это подсудное дело. Создание опасных для жизни условий, экономическое насилие, эмоциональное манипулирование. Я повернулся к ней. Они воспользовались твоей любовью к Лене, чтобы контролировать и унижать тебя. Я знаю. Ее голос был едва слышен. Я просто не знала, что с этим делать. Теперь знаешь. Мы их уничтожим. Катя удивленно посмотрела на меня. Пап, не физически и даже не юридически. Я вернулся к столу и сел. Но они причинили боль моей дочери, и они за это заплатят. Это уже не о том, чтобы вытащить тебя из этого сарая. Теперь ты в безопасности.
Это о том, чтобы они больше никогда и ни с кем не смогли поступить так, как поступили с тобой. Что ты собираешься делать?» Я улыбнулся. И впервые с того момента, как нашел ее в этой парилке, это была искренняя, счастливая улыбка. «Я начинаю войну, и в отличие от них я действительно знаю, как это делается». Моя война началась на следующее утро. Я проснулся задолго до рассвета, как привык за годы службы. В голове уже был четкий план, разбитый на пункты и подпункты. Беспаловы считали, что сила в деньгах и связях. Они ошибались. Настоящая сила в информации, в терпении и в готовности идти до конца. Я собирался лишить их всего — репутации, спокойствия и в конечном итоге их драгоценного статуса. Первым делом я вернулся в Сососновый Бор. Не к ним, нет. Мой старый УАЗ-патриот снова выглядел динозавром среди вылизанных иномарок на тихой Кленовой аллее. Я припарковался у дома напротив поместья Беспаловых, скромного по местным меркам, но все равно добротного двухэтажного коттеджа. Я видел, как из окна на втором этаже за мной наблюдает пожилая женщина. Это было то, что мне нужно. Дверь мне открыла она же. Женщина лет 70 с острыми, любопытными голубыми глазами за стеклами очков в тонкой оправе. На ней был простой домашний халат, а волосы были убраны в седой пучок. «Вы отец Катеньки», — сказала она, прежде чем я успел представиться. «Я вас по свадебным фотографиям узнала. Она мне показывала. Добрый день. Алексеев Андрей Петрович». Я протянул ей свою широкую мозолистую ладонь. «Вы уж извините за ранний визит. Хотел задать вам пару вопросов о житье-бытие моей дочери». Женщина, представившаяся Валентиной Сергеевной, оглянулась на дом Беспаловых, а потом шагнула в сторону, пропуская меня внутрь. «Проходите, проходите, мил человек. Кофе будете?» Ее гостиная была полной противоположностью ледяному, бездушному холлу напротив. Уютная, обжитая, с множеством семейных фотографий на комоде. На журнальном столике лежал раскрытый том Чехова. «Я за эту девочку давно переживаю», — сказала Валентина Сергеевна, возвращаясь с 2 чашками дымящегося кофе. Видела, как она в обморок упала недель 6 назад. Прямо у забора, на самом солнцепёке. Я уж было кинулась к ней, так это...» Она кивнула в сторону дома напротив. «Марина выскочила. Сказала, Катенька в порядке, просто устала от работы в саду». «Работы в саду? В 30-градусную жару? Вот и я о том же подумала», — всплеснула руками Валентина Сергеевна. Предложила ей лимонаду холодного вынести, а та — ни в какую. «Нет необходимости», — говорит. Очень вежливо, но так твердо, что не поспоришь. Она села напротив меня. Я с тех пор Катеньку почти и не видела. Иногда только мельком. Рано-рано утром, когда она к машине бежит. Сутулившаяся вся, бледная. «Валентина Сергеевна, вы знали, что она жила не в доме? Она жила вот в том флигеле». Я кивнул в сторону окна, из которого был виден тот самый злополучный домик. Чашка в руках женщины задрожала, и она поспешно поставила ее на блюдце. «В сарае в этом, в этой душегубке?» Она перекрестилась. «Господи Иисусе! А я-то знала, что что-то не так». Марина все говорила, что Катенька, мол, ценит уединение, что у нее характер такой интровертный. Но что же это за уединение такое? Такое, Валентина Сергеевна,
чтобы никто не видел, что с человеком делают». Она встала и подошла к окну, вглядываясь в неприступный фасад дома Беспаловых. Надо было что-то сделать. Пойти, постучать, потребовать. Вы не могли знать. Они все тщательно скрывали, но я же чувствовала. Она обернулась ко мне, и в ее глазах стояли слезы. Меня еще бабушка учила. Если что-то кажется неправильным, оно, скорее всего, таким и является. Что же вы теперь делать-то будете, Андрей Петрович? Я сделаю так, чтобы это больше никогда и ни с кем не повторилось. Но мне нужны свидетели. Люди, которые видели то, что им показалось неправильным. Считайте, что одного вы уже нашли. Ее голос обрел стальную твердость. Если нужно будет, под присягой в суде все расскажу. Вторым пунктом моего плана была фирма «Климат-контроль». Небольшая компания на окраине Одинцова. Владелец — мужчина лет 40 по имени Игорь. С крепкими руками и честными глазами сразу вспомнил вызов Беспаловым. «Самый странный заказ за всю мою практику», — сказал он, вытирая руки ветошью. «Позвонила эта дама, Беспалова. Попросила проверить вентиляцию в их гостевом домике, убедиться, что она подходит для длительного проживания». «Длительного проживания?» — переспросил я, доставая блокнот. «Именно так и сказала. Когда я приехал и осмотрел эту, с позволения сказать, постройку, я сразу понял, что дело дрянь. Никакой нормальной вентиляции. Только одно маленькое окошко и щели в обшивке. Я ей прямо сказал: помещение пригодно только для хранения садового инвентаря». И что она? Сказала, что это временно. Спросила, можно ли поставить туда небольшой кондиционер, чтобы сделать его более комфортным. Я ей посчитал смету, но она так и не перезвонила. Игорь покачал головой. Пару недель спустя проезжал мимо, смотрю, они в окно старый советский вентилятор-ветерок воткнули. С таким же успехом можно было веером обмахиваться. Вы могли бы изложить это в письменном виде для официального документа? Безусловно, кивнул Игорь. Я веду подробные записи по всем заказам. Даты, время, предмет обсуждения. Он подошел к картотечному шкафу и вытащил папку. Вот, 15 июня. Смета на установку сплит-системы во флигеле. И моя служебная записка с пометкой: помещение непригодно для проживания без капитальной реконструкции системы вентиляции. Третьей моей остановкой было районное УВД. На парковке меня уже ждал майор полиции Виктор Самохин. Мы служили вместе еще в Первую Чеченскую, и наша дружба была из тех, что закаляются под огнем и не ржавеют со временем. Высокий, поджарый, с короткой стрижкой и спокойным лицом, человека, который повидал в жизни достаточно, чтобы ничему не удивляться. «Адская история, Петрович», — сказал он, выслушав мой рассказ и прислонившись к своей патрульной машине. С точки зрения закона все очень скользко. Взрослый человек, дееспособный, сам решил остаться. Физического насилия не было. Технически крыша над головой и доступ к еде имелись. Но, Витя, принудительная изоляция, экономический контроль, создание опасных для здоровья условий по-человечески — это же пытка. По-человечески — да, согласился он. А по-прокурорски нужно доказывать умысел, и чтобы все это склеилось в дело. Ты большего добьешься, если ударишь по ним с другой стороны.
Для таких, как Беспаловы, репутация — это все. Что ты о них знаешь? Семья старая, деньги тоже. Семен этот унаследовал от отца какой-то инвестиционный бизнес. В основном крутят деньги таких же богатеев из окрестностей. Марина председательствует в половине благотворительных фондов района. Витя достал свой блокнот. Их уважают, но не особо любят. Ходят слухи, что они смотрят свысока на всех, кто не соответствует их стандартам. Что за стандарты? А такие, которые меняются в зависимости от того, кому их применяют. До меня долетали обрывки историй за эти годы. Бизнес-сделки, которые плохо заканчивались для тех, кто переходил им дорогу. Социальный остракизм для семей, которые не вписались. Ничего противозаконного, но все это складывается в определенный шаблон поведения, который говорит, что твоя дочь не первая их жертва. В моей голове разрозненные куски плана начали складываться в единую картину. Что нужно, чтобы разрушить эту репутацию? Доказательства, свидетели и правильное место, чтобы все это представить. Витя криво усмехнулся. И, к твоему счастью, я знаю идеальное место. Заседание градостроительной комиссии Одинцовского района проходило в третий четверг каждого месяца в главном конференц-зале администрации. Я сидел в последнем ряду, изучая повестку дня, которую взял на входе. Пункт номер 7 привлек мое внимание. Рассмотрение заявки на получение муниципального гранта на реставрацию объекта культурного наследия «Усадьба Беспаловых». В состав комиссии входило 7 человек, все видные местные деятели, чиновники и бизнесмены. Тот самый тип людей, чье мнение имело вес в этом маленьком мирке больших денег. Они рассматривали заявки на получение грантов, денег, выделяемых на сохранение и восстановление исторически значимых объектов. Беспаловы просили $50 тысяч в рублевом эквиваленте на то, чтобы преобразовать часть своей собственности в элитный гостевой дом, сохранив при этом ее исторический характер. Я внимательно прочитал требования к соискателям. Финансовая стабильность. У Беспаловых с этим все в порядке. Положение в обществе тоже. Подтверждение надлежащего ухода за собственностью предоставлено кипа документов. И самое главное — подтверждение образцовых семейных и жилых стандартов, заверенное характеристиками от уважаемых членов общества. Характеристики от людей, которые не имели ни малейшего понятия о том, что творится за высоким забором их поместья. Всю оставшуюся неделю я готовил свое дело как настоящую военную операцию. Катя написала подробное объяснение, задокументировав каждый эпизод унижения с датами и деталями. От этого чтения у меня темнело в глазах, но я заставил ее вспомнить все. Валентина Сергеевна согласилась написать официальное заявление, в котором описала случай с обмороком и свои последующие опасения. Игорь из климат-контроля подготовил официальный отчет о состоянии флигеля, приложив фотографии и копию сметы, которую Беспаловы проигнорировали. Майор Самохин помог мне понять, какие законы потенциально были нарушены и какие доказательства будут наиболее убедительными на публичном слушании. Что еще важнее, его негласная поддержка придавала мне уверенности. Когда на твоей стороне представитель закона, люди слушают внимательнее. Я также навел кое-какие справки в городе. У Беспаловых были враги. Люди, оказавшиеся не на той стороне их стандартов. Владелец ресторана, чью семью исключили из загородного клуба после мелкой светской оплошности. Подрядчик, которого внесли в черный список после спора об оплате.
что стоило ему 3 месяцев работы. Молодая учительница, которую прокатили с повышением после того, как она поспорила с Мариной Львовной на заседании школьного совета о финансировании классов для детей с особыми потребностями. Никто из них не осмеливался выступать против Беспаловых открыто. В городке, где репутация важнее правды, это было бы социальным самоубийством. Но все они с огромным интересом выслушали мой рассказ о том, что случилось с Катей. И все они пообещали прийти на заседание комиссии. Слухи начали расползаться по невидимым сетям, существующим в каждом маленьком городе. Шепот в очередях супермаркетов, разговоры за чашкой кофе в местном кафе, домыслы о том, что на самом деле происходит за идеальным фасадом поместья Беспаловых. Марина Львовна почти сразу почувствовала перемены. Подруги, которые обычно звонили каждый день, замолчали. Приглашения на обед отклонялись под расплывчатыми предлогами. В загородном клубе разговоры обрывались, когда она входила в комнату, и возобновлялись приглушенным шепотом, когда она проходила мимо. Едва заметные, но безошибочные признаки того, что социальный ветер меняет направление. Я наблюдал издалека, как социальная броня Беспаловых начала покрываться трещинами. Но я еще не закончил. Я хотел, чтобы они в полной мере ощутили тяжесть публичного позора, чтобы они испытали тоже бессилие, изоляцию и унижение, которые они причинили моей дочери. Вечером накануне заседания мы с Катей сидели у меня на веранде. Жара, наконец, спала, и легкий ветерок делал вечер почти комфортным. Катя выглядела лучше. Нездоровый румянец сошел с ее лица, а морщинки стресса вокруг глаз начали разглаживаться. «Пап, ты уверен в этом?» — спросила она. В ее голосе смешались надежда и страх. «Как только ты это сделаешь, пути назад не будет. Леня, он может никогда не простить меня за то, что я разрушила репутацию его семьи. Если Леня не сможет увидеть правду о своих родителях после всего, что они с тобой сделали, значит, он не тот человек, за которого ты выходила замуж». Я отхлебнул ледяного чая, наблюдая за светлячками, вспыхивающими в сгущающихся сумерках. Но я думаю, он лучше. Я думаю, когда он увидит доказательства, когда он поймет, через что они заставили тебя пройти, он будет в такой же ярости, как и я. А что, если комиссии будет все равно? Что, если они решат, что это просто семейная ссора? Тогда мы найдем другой способ. Но такие люди, как Беспаловы, понимают только одно — публичное унижение. Завтра на глазах у всех, кто имеет значение в этом городе, они будут выставлены на всеобщее обозрение такими, какие они есть на самом деле. Катя долго молчала, прислушиваясь к вечерним звукам моего района. Смех детей на соседних участках, лай собак. Звуки нормальной жизни, в которой нет места жестокости и манипуляциям. «Я все время думаю о том флигеле», — тихо сказала она. «Какой он был маленький. Какой жаркий. И как мне было одиноко. Ты больше не одна, я знаю. Но ведь могут быть и другие. Другие невестки, другие люди, над которыми они имеют власть. Другие женщины, запертые так же, как была заперта я. Я посмотрел на дочь. Даже после всего, через что она прошла, она думала о других, кому может понадобиться защита. Я правильно ее воспитал. «Именно поэтому мы и делаем это, Катюша», — сказал я. «Не только ради тебя. Ради всех, кто может оказаться у них на прицеле». Парковка у здания администрации в тот вечер была забита до отказа.
Обычно на заседание градостроительной комиссии собиралось от силы человек 10-15. Местные активисты, пенсионеры с обостренным чувством справедливости и журналисты из районной газеты. Сегодня же в зале было не протолкнуться. Человек 60, если не больше. Слухи сделали свое дело. Весь цвет Одинцовского района, чиновники, бизнесмены, их холеные жены, собрался посмотреть на это шоу. Мы с Катей заняли места в первом ряду. Я заранее позвонил и записался на выступление в разделе «Комментарии общественности». В моих руках была простая картонная папка. Ничего особенного с виду. Но внутри вся взрывчатка, которую я так методично собирал всю последнюю неделю. Фотографии, нотариально заверенные свидетельские показания, официальные отчеты. Все, что было нужно для публичной казни Беспаловых. Когда они вошли через боковую дверь, я почувствовал, как напряглась сидящая рядом Катя. Семен и Марина Львовна шли с тщательно выверенным достоинством. Их лица были непроницаемыми масками. Но я, человек, привыкший читать по глазам, видел в их взглядах усталость и плохо скрываемую тревогу. Они знали, что что-то готовится. Они просто не представляли масштабов катастрофы. 7 часов вечера, ровно, председатель комиссии, некий Валентин Евгеньевич Хенсли, солидный мужчина лет 70 с белоснежной шевелюрой и осанкой человека, привыкшего к беспрекословному уважению, ударил деревянным молоточком по столу. Беспаловы годами культивировали его дружбу, и я знал, что он на их стороне. Уважаемые дамы и господа, у нас сегодня, на удивление, насыщенная повестка, объявил Хенсли, обводя взглядом переполненный зал. И, как я вижу, необычно большая аудитория. Что ж, приступим к работе. Сначала по основным вопросам, затем перейдем к комментариям общественности. Я сидел абсолютно неподвижно, пока комиссия монотонно разбирала какие-то рутинные дела о межевании участков и разрешениях на строительство. Рядом со мной Катя нервно теребила ремешок своей сумочки. За спиной я физически ощущал вес десятков пар любопытных глаз. Все ждали. «Пункт 7», — наконец объявил Хенсли. Заявка на получение гранта от семьи Беспаловых на реставрацию их фамильной усадьбы. «Марина Львовна, прошу вас к трибуне». Марина Беспалова поднялась со своего места в заднем ряду и прошествовала к подиуму. На ней было темно-синее платье и нитка жемчуга. Идеальная укладка не пострадала от вечерней духоты. Она выглядела именно той, кем и была. Воплощением старых денег, старой власти, старой спеси. Добрый вечер, Валентин Евгеньевич. Добрый вечер, уважаемые члены комиссии. Ее голос, уверенный и мелодичный, заполнил зал. Голос женщины, которой никогда ни в чем не отказывали. Семья Беспаловых имеет честь представить на ваше рассмотрение заявку на присвоение нашей усадьбе статуса объекта культурного наследия и выделение гранта на ее дальнейшее развитие. Она с профессиональной легкостью изложила их план — превратить старый каретный сарай в роскошный гостевой комплекс, восстановить главный дом в его первозданном великолепии 1920-х годов, создать витрину, которая привлечет в район туристов и престиж. «Семья Беспаловых», — заключила она, обводя зал победным взглядом, является частью этого сообщества на протяжении 4 поколений. Мы всегда поддерживали высочайшие стандарты не только в уходе за собственностью,
но и в наших семейных ценностях. Этот грант позволит нам поделиться нашим наследием с гостями района, сохранив его для будущих поколений. По залу прокатились вежливые, жидкие аплодисменты. Члены комиссии одобрительно закивали. Все шло именно так, как ожидали Беспаловы. «Благодарю вас, Марина Львовна», — сказал Хенсли. «Исчерпывающе. Есть ли вопросы у членов комиссии? Нет? Тогда у меня есть вопрос», — раздался мой голос. Все головы в зале повернулись в мою сторону. Я медленно поднялся. «Простите», — вмешался Хенсли с ноткой раздражения. «Слово для комментариев будет предоставлено позже». Мой комментарий имеет прямое отношение к обсуждаемой заявке, в частности, к пункту о высочайших семейных ценностях. Я посмотрел прямо на Марину Львовну. На ее лице промелькнуло недоумение. Хенсли нахмурился, но кто-то из членов комиссии шепнул ему на ухо, и он нехотя кивнул. «Хорошо. Представьтесь, пожалуйста. И будьте кратки». Я подошел к трибуне. Я не стал поправлять микрофон, мой голос и без него был достаточно громким. «Меня зовут Алексеев Андрей Петрович. Я тесть Леонида Беспалова и отец его жены Екатерины Алексеевой». По залу пронесся гул. Я видел, как Семен Беспалов в заднем ряду подался вперед, его лицо напряглось. Мое выступление касается гостевого комплекса, на реставрацию которого семья Беспаловых просит у муниципалитета деньги. Я хотел бы показать комиссии, в каких условиях этот объект содержался до недавнего времени. Я открыл свою папку и достал первую фотографию. Большую, напечатанную на глянцевой бумаге. Я повернул ее к залу. Вот этот так называемый флигель. Фотография сделана 3 недели назад. Как видите, он расположен на открытом солнце, без малейшей тени. Затем я достал вторую фотографию. А это интерьер. Узкая койка, пластиковый ящик для одежды и дешевый вентилятор. Третья фотография. Крупный план уличного термометра, прибитого к внутренней стене. А это температура внутри помещения в тот день. Плюс 38 градусов по Цельсию. В этих условиях, уважаемые члены комиссии, последние 3 месяца проживала моя дочь. В зале повисла мертвая тишина. Даже Хенсли смотрел на меня с открытым ртом. Марина Львовна стояла белая, как полотно, вцепившись в край трибуны. «Марина Львовна называет это деревенским шармом», — продолжал я ровным, безэмоциональным голосом. «Она утверждает, что моя дочь сама выбрала такие условия, чтобы воспитать в себе характер. Но у меня есть и другие документы. Я положил на стол перед комиссией отчет Игоря из климат-контроля. Это заключение сертифицированного специалиста по системам вентиляции, который осматривал это помещение по вызову самой Марины Львовны. Цитата. «Помещение непригодно для проживания человека и может представлять угрозу для здоровья из-за перегрева и отсутствия циркуляции воздуха». Рекомендации специалиста были проигнорированы. Затем я достал нотариально заверенное заявление Валентины Сергеевны. А это показания соседки, Валентины Сергеевны Прохоровой, которая сидит в 3-м ряду. Она была свидетельницей того, как моя дочь потеряла сознание от теплового удара на их участке. Когда она попыталась помочь, Марина Львовна заверила ее, что все в порядке, и отказалась от помощи.
Я повернулся и посмотрел прямо в глаза Марине Беспаловой. «Вы говорите о высочайших семейных ценностях. Расскажите нам, пожалуйста, к каким ценностям относится запирание невестки на ночь вне дома? К каким ценностям относятся ограничение доступа к кухне и питьевой воде? К каким ценностям относится превращение человека в раба в собственном доме только потому, что он не кровный родственник?» Она открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Ее мир, такой упорядоченный и предсказуемый, рушился прямо у нее на глазах. «Этот грант, — закончил я, снова обращаясь к комиссии, — это не про сохранение наследия. Это про вознаграждение за жестокость и лицемерие. Выделяя этим людям деньги, вы, по сути, одобряете их методы. Вы говорите всему городу, что так поступать можно, если у тебя достаточно денег и влияния. Я все сказал. Я вернулся на свое место. Тишина в зале была оглушительной. Она длилась секунд 10, а потом взорвалась. Люди начали перешептываться, оборачиваться, смотреть на Беспаловых с нескрываемым отвращением. Эффект был сильнее, чем от взрыва бомбы. Это был точный, хирургический удар по самому уязвимому месту, по их репутации. Председатель Хенсли, красный как рак, несколько раз ударил молоточком. «Тишина в зале! Тишина!» Он что-то пролепетал про необходимость дополнительного изучения обстоятельств и переноса рассмотрения вопроса. Но всем все было ясно. Семен Беспалов, схватив свою жену под руку, буквально выволок ее из зала через боковую дверь под гул десятков осуждающих голосов. Их публичная казнь свершилась. Когда мы вышли на улицу, ко мне подошла Валентина Сергеевна. «Молодец, Андрей Петрович», — сказала она, крепко сжимая мою руку. Поставили их на место. Ко мне подходили и другие люди. Тот самый подрядчик, владелец ресторана. Они ничего не говорили, просто кивали, жали мне руку. В их глазах я видел благодарность. Я не просто защитил свою дочь. Я дал им всем маленький кусочек справедливости. Катя стояла рядом, молча плача. Но это были не слезы горя или унижения. Это были слезы облегчения. Огромный, давивший ее месяцами камень наконец-то свалился с ее души. «Поехали домой, пап», — тихо сказала она. «Поехали, дочка», — ответил я, обнимая ее за плечи. Все закончилось. Я ошибался. Это был еще не конец. Это было только начало конца для Беспаловых. Настоящий приговор им был еще впереди. На следующий день я позвонил Леониду. Я нашел его номер через старые контакты в Катином телефоне. Я не стал ходить вокруг да около. Сухо, по-военному, я изложил ему факты. 3 месяца в сарае, температура под 40, ограничения в еде, унижение, показания свидетелей, скандал на комиссии. На том конце провода долго молчали. Потом я услышал сдавленный, полный ярости и неверия голос. «Я вылетаю первым же рейсом». Он прилетел через 2 дня. Прямо из аэропорта он приехал ко мне в Подольск. Я никогда раньше не доверял этому парню. Слишком мягкий, слишком холеный, воспитанный в тепличных условиях.
Но человек, который вошел в мой дом, был другим. В его глазах стояла такая боль и ярость, что я невольно его зауважал. Он ничего не сказал, просто подошел к Кате, которая сидела на диване, и опустился перед ней на колени. Он взял ее руки в свои и просто смотрел на нее. И в его взгляде было столько вины и раскаяния, что у меня самого защемило сердце. «Прости меня», — прошептал он. «Катя, прости меня. Я должен был догадаться. Я должен был знать». Они долго говорили в тот вечер, без меня. Я ушел в свою мастерскую в гараже, чтобы не мешать. Когда я вернулся, Леонид сидел за кухонным столом, осунувшийся и постаревший лет на 10. «Я еду к ним», — сказал он. «Леня, не надо», — начала была Катя. «Надо, Катя. Я должен посмотреть им в глаза». Он вернулся через 3 часа, еще более опустошенный. «Они не понимают», — сказал он глухим голосом. «Они искренне не понимают, что сделали не так. Мать сказала, что ты, — он посмотрел на Катю, — должна быть им благодарна за воспитание характера. А отец предложил мне денег, чтобы замять это недоразумение». Он помолчал, глядя в одну точку. «Я сказал им, что если они немедленно, публично не извинятся перед Катей, они меня больше не увидят. Я откажусь от всего, от фамилии, от наследства, от их проклятых денег». «И что они?» — тихо спросил я. Леонид горько усмехнулся. Мать назвала Катю хищницей, которая пытается разрушить их семью. А отец сказал, что я неблагодарный щенок и что они легко найдут, кому оставить свое состояние. Он поднял на меня глаза. В них больше не было сомнений. У меня больше нет родителей, Андрей Петрович. Разрыв Леонида с родителями был не просто семейной ссорой. Это был тектонический сдвиг, землетрясение, которое разрушило до основания его привычный мир. Он не просто ушел из их дома. Он вышел из их касты, из их системы координат. С собой он взял только свой паспорт, диплом инженера и 1 чемодан с одеждой. Все остальное — машину, дорогие часы, долю в бизнесе, которая была обещана ему с рождения — он оставил им, как плату за свое освобождение. Первые недели были самыми тяжелыми. Леонид, выросший с прислугой, никогда не знавший, что такое бытовые проблемы, учился жить заново. Он переехал к нам, в мой дом в Подольске, где 2 комнаты на 2-м этаже стали их с Катей временным убежищем. Я видел, как ему неловко. Как он, человек, привыкший к просторным залам и мраморным полам, чувствует себя в моих скромных, но честных стенах. Однажды утром я застал его на кухне. Он пытался сварить кофе в моей старой гейзерной кофеварке. Пытался и, судя по рассыпанному по всему столу порошку, безуспешно. «Андрей Петрович», — сказал он, смущенно сгребая кофе в ладонь, — «я хотел бы найти работу у вас в фирме». Я оторвался от своего бутерброда и посмотрел на него. На его чистые ухоженные руки, никогда не знавшие мозолей. «У меня на стройке работают мужики, которые с 16 лет кирпич кладут. Они тебя не примут. Ты для них барин. Я готов учиться». В его голосе была стальная решимость, которую я раньше в нем не замечал. «Я буду делать все, что скажут. Мыть, носить, копать. Я не могу сидеть у вас на шее. Мы с Катей должны начать все с нуля». Я долго смотрел на него, на этого мягкого, образованного мальчика, воспитанного в роскоши,
которую я и представить себе не мог. Но боль в его глазах была настоящей. Его гнев на родителей был искренним. «Молоток в руках держать умеешь?» — спросил я. «Научусь». А вставать каждый день в 6 утра, даже когда все тело болит так, что выть хочется. «Да», — твердо ответил он. Я кивнул. «Тогда посмотрим, из какого ты теста сделан». Процесс юридического разрыва Леонида с семьей прошел на удивление быстро. Он не хотел затягивать эту агонию. Он подписал все бумаги, отказываясь от своих прав на фамильное поместье, инвестиционные счета и бизнес-холдинги. Взамен он потребовал от родителей только одного — письменного признания их обращения с Катей и официальных извинений. Когда они, разумеется, отказались, он сделал то, чего они боялись больше всего. Он предал дело огласке. Все документы, включая подробные обвинения в психологическом и физическом насилии над его женой, через знакомого журналиста просочились в прессу. Не, в центральные газеты не, но в несколько популярных интернет-изданий, специализирующихся на светской хронике и скандалах Рублевки. Это был контрольный выстрел. Скандал окончательно уничтожил то, что осталось от репутации семьи Беспаловых. На этот раз удар пришелся не по их самолюбию, а по кошельку. Говорят, Семен Игоревич в течение месяца потерял 3 ключевых клиентов, таких же, как он, толстосумов, для которых репутация партнера была важнее прибыльности активов. Марину Львовну тихо попросили из 2 благотворительных советов, где она председательствовала. Их заявку на членство в элитном гольф-клубе во Флориде, куда они собирались перебираться на зиму, отклонили без объяснения причин. Они оказались в изоляции. В своем огромном холодном доме, окруженные роскошью, которая больше никого не впечатляла. Они получили то, что так старательно создавали для моей дочери — одиночество и презрение. Прошло полгода. Я сидел на своей веранде, читая воскресный выпуск местной газеты «Одинцовская неделя». Маленькая заметка в разделе «Светская жизнь» заставила меня усмехнуться. «Благотворительный вечер не оправдал ожиданий», — гласил заголовок. В статье дипломатично описывалась попытка Марины Львовны Беспаловой провести благотворительный ужин в пользу исторического общества. На мероприятие, рассчитанное на 150 гостей, пришло всего 18 человек. Вырученные средства едва покрыли расходы на кейтеринг. Организаторы выражают разочарование низкой отзывчивостью сообщества. Деликатно отмечалось в статье. Чего там не было написано, так это того, что большая часть рублевского бомонда просто решила, что семья Беспаловых стала слишком токсичной, чтобы с ней ассоциироваться. Катя и Леонид сняли небольшую 2-комнатную квартиру в новом районе неподалеку. Леня работал у меня на стройке. Он был медленным и неуклюжим поначалу, но он приходил каждый день, никогда не жаловался и впитывал все как губка. Мужики в бригаде, поначалу встретившие его в штыки, постепенно начали его принимать. Они видели, что парень не отбывает номер, а действительно пашет. Катя устроилась бухгалтером в местный некоммерческий фонд, помогающий семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Зарплата была скромной, но каждый день она возвращалась домой с горящими глазами. Она помогала людям ориентироваться в лабиринтах бюрократии, следила, чтобы они получали необходимую поддержку. Ирония судьбы заключалась в том, что теперь она защищала уязвимых людей от того самого обращения, которое пережила сама.
Я сложил газету и пошел в гараж. Последний месяц я посвящал все свободное время одному проекту. Тому, что я задумал еще в ту ночь, когда привез Катю домой из этой парилки. Небольшая хозяйственная постройка на заднем дворе моего участка. Примерно такого же размера, как и флигель Беспаловых, преобразилась. Я утеплил ее, провел электричество, установил кондиционер и даже оборудовал небольшой санузел с душем. Поставил туда удобный диван, небольшой кухонный уголок с холодильником и микроволновкой. Я построил настоящий гостевой домик. Но это было нечто большее. Это было напоминание. Над дверью я повесил деревянную табличку, которую вырезал сам. «Катюшин дом. Тихая гавань». Если Катя или кто-то из ее фонда когда-нибудь столкнется с человеком, попавшим в ловушку, как она, у него будет место, куда можно прийти. Без вопросов, без арендной платы. Просто безопасность и время, чтобы прийти в себя и спланировать следующий шаг. Майор Самохин позвонил мне 3 месяца назад. Он все-таки завел дело на Беспаловых. Состав был сложный, но он его наскреб. Оставление в опасности и истязание. Дело медленно продвигалось по инстанциям, но Витя был уверен в исходе. Присяжные один раз взглянут на фотографии этого сарая и выслушают показания твоей дочери, и Беспаловым конец, сказал он мне по телефону. Даже если они избегут реального срока, судимость в них будет. А для таких людей это клеймо на всю жизнь. Вечером, как обычно по воскресеньям, на ужин приехали Катя с Леней. Это стало нашей традицией — собираться за моим кухонным столом. Простая еда, честные разговоры и легкий комфорт людей, которые понимают друг друга без слов. «Ну, как неделя прошла, боец?» — спросил я Леонида, когда мы закончили с ужином. «Нормально, Андрей Петрович. Бригадир доверил мне разводку электрики в доме на Можайке. Вроде не накосячил». Леонид с явной гордостью посмотрел на свои руки, покрытые ссадинами и мозолями. «Странное чувство. Приходишь домой, выжатый как лимон, но чувствуешь, что действительно что-то сделал. В этом и разница между работой руками и перекладыванием бумажек», — сказал я. «Первое создает что-то настоящее». Катя протянула руки через стол и взяла нас обоих за руки. «Мне сегодня звонили из юридической помощи. Хотят, чтобы я выступила на конференции по теме финансового насилия в семье. Рассказала свою историю социальным работникам и полицейским. «И ты выступишь?» — спросил я. «Думаю, да. Если это поможет хоть одному человеку распознать тревожные знаки или даст кому-то смелость уйти». Она сжала наши руки. «Я все время думаю о других женщинах, которые могут проходить через то же, что и я, или даже через худшее». Я посмотрел на свою дочь и почувствовал знакомую волну гордости, которая несла меня через все 20 лет одинокого отцовства. Ее сломала жестокость Беспаловых, но она не осталась сломленной. Она использовала этот страшный опыт, чтобы стать сильнее, мудрее и сострадательнее. «Твоя мама гордилась бы тобой», — тихо сказал я. После того, как они уехали, я вышел на задний двор и включил свет в Катюшином доме. Уютное пространство засияло теплым светом в вечерних сумерках. Я никогда не давал объявлений о его существовании. Но через те же невидимые сети, которые помогают уязвимым, информация начала распространяться. За последние 3 месяца здесь уже останавливались 3 женщины. Каждая брала тайм-аут, чтобы прийти в себя, восстановить силы и спланировать свой побег из ада. Я думал о Беспаловых,
об их огромном пустом доме, где они сидели в окружении своих прекрасных вещей и своей разрушенной репутации. У них было все. И они все это выбросили, потому что не смогли устоять перед искушением помучить того, кого считали слабее себя. Правосудие не всегда бывает быстрым, но оно всегда бывает основательным. Этот урок я усвоил еще в армии и применил здесь. Войны не выигрывают одной лихой атакой. Их выигрывают терпением и решимостью, превосходящими терпение и решимость врага. Телефон в кармане завибрировал. Сообщение от Кати. «Спасибо за ужин, пап. Спасибо за все. Люблю тебя». Я улыбнулся и набрал ответ. «И я тебя люблю, дочка. Спи спокойно». Я выключил свет в тихой гавани и вернулся на свою веранду. Ночь была теплой и тихой. Завтра будет новый день, новая работа, новые возможности построить что-то стоящее. Но сегодня справедливость восторжествовала. Семья была защищена. А хорошие парни в моей системе координат победили.